67 дней до победы. Телеканал БСТ запустил обратный отсчет до главного праздника страны и продолжает знакомить зрителей с теми, кто приближал весну победы. В честь 75-летия мы рассказываем истории тех, кто героически сражался в боях или в тылу. Сергей Оловянников добровольцем ушел на войну, освобождал Европу, был ранее под Будапештом, но вернулся домой живым. И сегодня сбылась одна заветная мечта ветерана. Подробнее расскажет наш корреспондент. Всю жизнь туалет не видал, на дворе ходили. А сейчас, видите, какой... Раньше пенсионер жил в доме, возведенном своими руками. Но в здании не было ни туалета, ни водопровода. Мыться ходил в баню, которую сам и построил почти 50 лет назад. И если настрой зависит от человека, то вот его тело больше подвластно времени. С каждым годом жить в частном доме становилось все сложнее. Мечтая о собственном жилье, Сергей Оловянников обратился в сельсовет. Через месяц желание ветерана сбылось. Районная администрация подарила ему ключи от двухкомнатной квартиры. Форсировали реку Дунай и в Австрию попали. Вот в Австрии бои были тяжелые. Ну и вот там меня и ранило крепко. Бой вот там небольшой был. Я 4 убил, а тут и меня ранило. Вот. Ребята подобрали меня, потом... Ну, часа 2 я лежал там один, они пока за лошади съездили, привезли. А я один остался. Вот тут было страшно. В армию мужчина пошел в 42-м добровольцем. Был отправлен в 18-ю воздушно-десантную бригаду разведчиком. Воевал на Карельском и Украинском фронтах. При освобождении Будапешта в апреле 45-го был тяжело ранен. Пуля пробила кость. Врачи хотели даже ампутировать ногу, но обошлось. Долгожданную победу Сергей Петрович встретил в госпитале в Австрии. После войны всю жизнь проработал ветеринаром в районном колхозе. Не могу себе представить, вот. Какая радость, такую квартиру, все. Ну, все, убранство, помещение, много помещений, все нравится. Вот, что еще? Что еще? Да пока на небо залететь, нет, не надо. Тут будем жить. Еще недавно Сергей Петрович был активным участником районных мероприятий. Каждый год перед 9 мая рассказывал школьникам о том, как сослужил орден славы и медаль за отвагу. Теперь в 96 лет вспомнить об этом уже не может. Восстановить биографию помогают родственники и наградные выписки. В Миловском сельсовете Сергей Петрович сейчас единственный оставшийся в живых ветеран. Очень неплохо сложилось. Мы хотели сначала дом прижать непригодным для проживания и заявиться на сертификат. Мы посмотрели, потом по нормативу это сделать было невозможно за счет бюджетных средств, поэтому мы этот вопрос решили за счет внебюджетных источников силами администрации района и администрации сельского поселения. Кроме квартиры, Сергей Петрович в подарок получил и необходимую мебель. Кухонный гарнитур, шкафы, диван и даже телевизор. А вот деньги на всю эту роскошь за месяц собрали сами сотрудники администрации. Те собранные средства, которые мы собрали, их хватает еще отремонтировать и дома, в которых проживает у нас 2 участника войны. Подумаю, с кем жить-то придется, не знаю. Старуху брать уже года не те. Раньше ветеран жил в доме с сыном и снохой. Справиться в одиночку с хозяйством сил уже не хватало. Сейчас пенсионер будет жить один. Родные будут навещать Сергея Петровича и помогать ему по мере необходимости. Двухкомнатная квартира в новом доме в центре Миловки. Рядом поликлиника, магазины и дом культуры. Все, что нужно пенсионеру для комфортной жизни. А 9 мая в ближайшем парке местная администрация проведет парад победы, на который Сергей Петрович уже приглашен. Айгуль Хатыпова, Артур Юаев и Дан Хамитов.